Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что вас порадует, либо кто вас порадует в самое ближайшее время. Самое ближайшее время – это срок 15 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свою радость, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Боже, посмотрите, это же олени. Смотрите, видите, вот олень, и с этой стороны олень. Как красиво. Радости тут, конечно, головокружительные. Их будет две. Две. Такие, знаете, вот счастье накрывает с головой, как говорится. Ну, давайте пойдем по порядку. Начнем с вот этого вашего состояния. Состояние нестабильности. Состояние, когда почва уходит из-под ног. Состояние, когда у вас над головой, смотрите, этот ворон сидит и голову вам долбит. Либо ворон, который, например, принес какие-то нехорошие новости, нехорошие вести. Вы чем-то очень сильно обеспокоены. У кого-то отыграется, что даже какое-то горе произошло. Да, у кого-то и так может отыграться. И вы никак в себя прийти не можете. Вы никак не можете обрести опору. Вы никак не можете абстрагироваться от этой ситуации. То есть вам больно, вам страшно, вам крайне неприятно. Да, вас шатает, вас штормит. И вроде как поблизости никого нет. Либо никого нет, кто бы мог вас успокоить, просто поддержать, не знаю, обнять, прижать, сказать: все, успокойся, все будет хорошо, мы вместе. Вот нет такого человека рядом с вами. Я вам так скажу, я вижу, что вы сами себя в руки возьмете. Вы сами себя возьмете в руки. Вы себе придумаете такую таблеточку, да, которая вас исцелит. Это какая-то мысль, это какая-то идея. Вы чем-то очень сильно загоритесь и скажете: все, хватит тут мне тосковать, рыдать, переживать, бояться. Вот у меня есть цель, и я к ней пойду. И радость идет от того, что вы, во-первых, эту цель себе поставите, найдете, да, этот путь своей жизни. И мало того, вы еще и как-то напрямую к этому идете, да? Вижу цель, не вижу препятствий. Вот по такой траектории вы идете. Вы как-то очень быстро, в какие-то очень короткие сроки исполните вот эту свою мечту, свою идею, свое желание. Оно прям, знаете, как само идет на вас. Просто уникально, очень уникально. Так, за вас я не переживаю. Вижу, что вы сами себя, как говорится, из состояния нестояния поднимаете на ноги. Вы молодец. Люди, вот кто вас знает, будут вами восхищаться, будут вами гордиться. Будут в прямом смысле слова, да, о вас говорить, причем в таком восхитительном, обожательном тоне. Так, идем к оленям. Первый олень. Ну, первый олень — это просто какой-то северный олень. Он с прекрасными, шикарными рогами, и он, смотрите, он ложится у ваших ног. Что-то вам покорится, либо кто-то вам покорится. Может быть, какой-то очень упрямый человек, которого вы так и называли олень. Может быть, какая-то ситуация, которая вот бодалась, да, которая была очень желанная, очень такая прям хочу-хочу, да, но трудно, крайне трудно доступная. Вот, смотрите, прям покоряется и ложится к вашим ногам. Чего бы это ни касалось, кого бы это ни касалось, эта ситуация у ваших ног. Причем без всяких усилий, без всякого труда. Знаете, из серии «захотела, пожелала», вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Вот так идет. Этого оленя, конкретно этого, вам как будто бы с неба посылают, да? Рука с неба вот прям подталкивает этого оленя, либо просто выдает, говорит: на, бери, теперь твой. Бери, пользуйся, да? Наслаждайся. Просто шикарная ситуация. А знаете за что? За те неудачи, за те неприятности, которые вы пережили. Вы очень стойкий человек, способный на жертвы, да, либо приносить жертвы и легко их отпускать.
вам свыше дают этого прекрасного оленя. Так, второй олень. Второй олень связан с каким-то другим человеком. То есть это идет радость за другого человека, за другого, за того, кто вам дорог, за того, кто вам близок, за того, за кого вы можете порадоваться, как за саму себя. Этот олень, он поменьше, и рога поменьше, и здесь какое-то еще действие, но не вы будете делать действие, а тот, кто этого оленя получит. Но этот олень, он будет вам передан, либо вам как в дар принесен, либо вас пригласят насладиться, да, этим оленем. Кто-то с вами своей радостью, своим счастьем поделится. Вот близкий человек поделится. И вы счастливы, как сама за себя. Вот вообще в вашем образе, как чувствуется стела, звезда, мечта, исполнение, притяжение того, чего вы на самом деле хотели и желали. Знаете, как я вижу с потока такую картинку, вы ходите, о чем-то думаете, и прям такой вопрос, да, почему не у меня, либо почему у меня не получается, почему вот у других есть, а у меня нет. Это не зависть, нет, это законный вопрос. Вы ведь не слепой человек, правильно? Вы ведь видите, слышите, понимаете. Вы видите людей, которые без труда получают какие-то блага, либо без труда получают там не по заслугам. А вы вроде и стараетесь, и все вы делаете, и никаких законов не нарушаете, и ведете себя, ну, как образец порядочности, да, благопристойности, но при этом вы всегда в пролете. Это не зависть, это больше похоже на обиду, причем на справедливую обиду. Вот вы ходите по улицам, дома, например, находитесь, вы об этом думаете, и высшие силы прям так и говорят: а мы тебе покажем, что ты не права. Пусть не в тех мелочах, на которые ты за нас обижаешься, но в чем-то прям конкретном и крупном. Не только вот тебе мы дадим эту радость, счастье, но еще и дадим тому, кого ты любишь. Да? Любишь как саму себя, да? Вот, родному, близкому человеку. То есть здесь двойная радость, причем это как-то одновременно будет происходить. Либо зазор во времени будет, там, не знаю, сутки максимум. Представляете, у вас большая радость, и ваш дорогой близкий человек прибегает и говорит: представляешь, у меня тоже большая радость. И вы вдвоем такие счастливые, говорите: ну надо же, да, ну наконец-то нам в жизни повезло. Так, и еще вот этот олень мне вообще напоминает какую-то работу. Работу, должность, карьерный рост, какой-то очень удачный, выгодный контракт. Он чем-то с деньгами связан. Потому что когда он бьет из-под копытца денежки, монетки высыпаются. То есть что-то денежное. Если у вас больше там мечта, желание, хотелка, то здесь что-то прям денежное идет. Так, и еще. За кого-то вы думали, вот совсем недавно, за кого-то вы думали негативное, думали с обидой, думали с каким-то, негативчиком, да, давайте говорить как есть. Какой-то человек некрасиво поступил, повел себя, как-то, может быть, вас там задел, нанес какой-то вам удар, да, у кого-то прям в спину удар, может быть, там вмешался в какие-то ваши жизненные процессы. Человек остался безнаказанным. Возможно, времени много прошло, вы об этом либо вспоминали, либо, как знаете, перебирали в своей памяти, и у вас прям такой законный запрос, да, почему так произошло. Смотрите, здесь вам просят передать, что всему свое время. И по поводу того человека, кто вас обидел, на кого у вас есть претензия, тут уже, как говорится, хронометр запущен, часики уже тикают. Да, не так быстро, как хотелось, но часики тикают. С этим человеком очень жестко поступят. Очень жесткий бумеранг прилетит. Возможно, даже больше, чем заслужил этот человек. Я вижу, что вы будете наблюдать. Я вижу, что вы будете довольны тем, что вы увидите. Ну, а кто позлорадствует, имеете право, потому что здесь, прям какое-то прям ужасное действие было причинено вам, либо нанесено, какой-то ущерб был нанесен вам. И вот то, о ком вы думаете, либо та, о ком вы думаете,
с таким вопросом-запросом, поверьте, часики тикают, и они неумолимы. Время скоро выйдет. У кого-то раньше, у кого-то позже. Не подгоняйте. Всему свое время. Этого человека ударят, раздавят, даже не ударят, а раздавят в самый неподходящий момент для этого человека. В момент, когда этот человек почувствует себя, например, там, на коне, да, что вот я там в отрыве, у меня все классно, у меня все замечательно, и вот и все. И клякса останется. Так произойдет. Ну, злорадствовать имеете право. Да, имеете право. Это, конечно, некрасиво, но вы имеете на это право. Так, еще один момент связан с тем, что как-то люди к вам по-другому начнут относиться. Либо какой-то конкретный человек, который, вас не ценил, человек, который был какого-то субъективного, негативного мнения о вас, человек, который, как говорится, в грош не ставил, да? Будем называть своими именами. Очень скептически относился к вам, придиралась, может быть, там, критиковала, мог даже специально там стебать, грубо говоря, поменять свою точку зрения. Сначала точку зрения поменяет, а потом и отношения поменяет. И благодаря тому, что этот человек так в корне поменяется к вам, еще какие-то люди тоже поменяют о вас свое мнение, и мало того, еще начнут к вам тянуться. Все идет по справедливости, все идет по заслугам, все идет, знаете, как вы доказали этому человеку, либо докажете этому человеку, что вы достойны уважения, что вы достойны почитания, что вы, не тот, за кого он вас раньше принимал и имел в виду. Да, вот прям, как говорится, нос утрете. И человек это признает, у кого-то даже отыграет, что человек там извинится, скажет: прости, был неправ, ошибался. Да, все в жизни бывает. Вот, главное, что сейчас я вижу, кто передо мной. Я вижу, кто ты, да, чего ты достойна, либо на что ты способна. Я забираю все свои слова, всю свою критику я забираю обратно. Так отыграется. Так, и ярко светит солнце. Ярко светит солнце, причем солнце светит семье. Семья. Здесь вышла именно семья. Причем в таком классическом сочетании, когда мужчина прям крупный, ребенок на руках у мужчины, а женщина, она счастлива, она тянет руки к солнцу. Девочки, у кого-то в прямом смысле слова отыграется, да, прекрасное время под солнцем, а у кого-то отыграется как новая жизнь для всей семьи. Хорошая, счастливая жизнь. Да, понятно, что через 15 дней вы не переместитесь на другую планету, да, либо не переместитесь во времени, но вы будете ощущать, что солнце ярче светит. Вы будете ощущать, что счастье, покой, гармония селится в вашем доме, в вашей семье. Да, что не только вы себя чувствуете счастливой, радостной, но и ваш ребенок, либо ваши дети, а также ваш, например, супруг, либо супруга, да, смотря кто меня смотрит. Вы это будете понимать, вы будете это ощущать. Вы все вместе будете работать над тем, чтобы эта радость и это счастье никогда вас не покидало пределы вашей семьи, вашего дома. Это замечательно, это уникально, да, когда люди как единое целое, да, в едином порыве, причем порыве счастья. Вот что к вам идет. Знаете, вот идет посыл такой: вы заслужили, вы действительно заслужили, вы действительно это все, как говорится, и заработали, и отработали. Ждите только хорошего, ждите только хорошего. Негатив, он бывает разный. По-всячески он влазит в нашу жизнь. Вот видите какие-то негативные моменты, гоните их прочь. Гоните, отворачивайтесь от них. Поворачивайтесь к своему солнцу. Наслаждайтесь, улыбайтесь и радуйтесь. Я вижу, что жизнь будет ваша меняться. И меняться очень таким серьезным, качественным уровнем. Таких перемен давно не было. Но эти перемены, они все выстраданные, заслуженные и, как говорится, на роду прописанные. Хотите верьте, хотите нет. Я предлагаю вам просто прожить эти дни и убедиться в том, что я вам сказала, в том, что вам передали высшие силы. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.